чистота горных потоков, красота здешних рек приведут в восхищение любого, кто побывает в этих местах. Но иногда эти реки выглядят совершенно иначе. Они словно впадают в ярость, и тогда могут принести много бед. Небывало сильные дожди обрушились на Джейрахский район. Никто из старожилов не припомнит подобного. 21 июня 2002 года. Селение Альгетти. Через сутки его не станет. Вода несла с собой такие глыбы, на пути сносят дома, которые по этому ущелью стояли, все дома буквально, как будто спичечные коробки несет. И я думал, все, это конец, ущелье останется без людей. Но они голые остались, вот в чем одетые, все унесло, ни скотины, ни домов, ни имущества, все унесло. Людям была необходима срочная помощь. Уже на следующий день в Альгетти приехал президент Ингушетии Мурат Зязиков. Сколько вот за потерю имущества выделили деньги? Сегодня выделили 20 тысяч на каждую семью. 20 тысяч мало, по 40 тысяч каждой семье. По 40 тысяч. Это за потерю имущества. Я понял. Ну, за потерю имущества по 10 тысяч там, я знаю. А у нас по 40 тысяч, что выделили. Деньги мы найдем. Многие собирались уезжать. И все-таки решено было восстанавливать селение. Строить решили здесь, подальше от воды. Президент Зязиков обещал, что к зиме будет новый поселок. Не все поверили в это. Но через 3 месяца здесь действительно появились дома. В новом поселке, как и прежде, только на улице. Но дома совершенно другие. Подобных в Альгетти никогда не было. Как тебя зовут? Михаил. А где ты живешь? Владимир Владимирович Путин, номер 12. Стою вон там. Когда нам выстроили такое село огромное, буквально за 3 месяца, это просто невозможно было поверить даже в это. Нас выстроили. И когда мы уже заселились в дома, построены улицы, асфальтированные дороги, в преддверии дня рождения как раз Владимира Владимировича Путина, это было в начале октября как раз, и мы решили назвать нашу улицу вообще в селе улицей имени Владимира Владимировича Путина. Потому что мы знаем, что без помощи него у нас бы село так быстро не построили бы, только нашими силами, силами Республики Ингушетия. Так удалось сохранить жизнь в селе Альгетти. Людям не пришлось покидать места, где веками жили их предки.